Уважаемые коллеги, добрый день. Рад вас приветствовать, поздравить с успешным окончанием учебы. В обиходе этот процесс и все это обучение называют школой губернаторов, и на самом деле это соответствует действительности. Ну, наверняка вы это тоже знаете, но тем не менее на такой вот публичной встрече не могу не сказать, и это будет, наверное, интересно для всех, что с 2017 года, пока реализуется эта программа, 50 ее участников действительно стали главами регионов. Более 200 ваших коллег получили новые назначения. Это и федеральные органы власти. 5 человек были назначены федеральными министрами. Более 20 человек первыми заместителями министров, в том числе 20 человек заместителями, в том числе 7 первыми заместителями. При этом в обеих палатах парламента также выпускники работают, в том числе это заместители председателей Государственной Думы и Совета Федерации, главы ключевых комитетов. Ваши коллеги успешно трудятся и в администрации президента, и в аппарате правительства Российской Федерации. Я знаю, что ряд участников программы работают главами крупных городов. Это действительно крупнейшие города страны. Нижний Новгород, Тюмень, Казань, Калуга, Липецк, Воронеж, Ижевск и так далее. В крупнейших корпорациях, таких как Роскосмос, Роснано, РЖД, Объединенная авиастроительная корпорация, Сбербанк, Роснефть, Алроса и так далее. Всего же выпускниками программы стали уже более 400 человек. Я еще раз хочу сказать, что поздравляю вас с окончанием, уверен, что вы пополните вот эту замечательную когорту выпускников прошлых лет. И что бы хотелось отметить? Во-первых, хочу подчеркнуть, что это, конечно, вот тот самый социальный лифт, о котором мы говорим, потому что все-таки программа построена по принципам абсолютной прозрачности. Здесь прежде всего важно не какое-то телефонное право или даже бывшие заслуги, а личные данные, способности и потенциал, творческий потенциал, готовность служить, потому что служить в самом хорошем смысле этого слова, служить народу, своей стране и родине. Я знаю, что выпускники в разные времена всегда откликались на то, что нужно стране в первую очередь. Ну, совсем недавно это была пандемия, и шли именно туда, где наиболее востребованы были руководящие кадры. С началом специальной военной операции практически все, кто работал в системе подготовки кадров, все были настроены на то, чтобы по самым разным направлениям поддержать и проведение специальной военной операции. Я хочу поблагодарить вас, ваших коллег, всех, кто принимает участие во всех процессах подобного рода, выразить надежду на то, что вы не просто оправдаете доверие тех, кто вас собрал, но и реализуете сами себя. И, конечно, не могу не поблагодарить ваших преподавателей, наставников. Их было много, это люди интересные, которые добились очень многого в своей карьере, в самом хорошем, прямом смысле этого слова, реализовали себя и продолжают развиваться, в том числе работая с такими перспективными людьми, как вы. На этом я бы хотел, вступительное слово, так сказать, закончить. Я лучше вас послушаю и предоставляю вам слово. Прошу вас, пожалуйста. Игнатий Ильич, у вас такая широкая сфера ответственности. Вы министр экономического развития, инвестиций, туризма, внешних связей. Вот 108,1%, да, у вас рост? За счет чего? Регионального внутреннего продукта, да? Оренбургская область, мы гордимся ей, очень богатый регион,
Это и нефтяная отрасль, это и сельскохозяйственная отрасль, ну и почти вся таблица Менделеева, она есть у нас. Хорошо, но что дало такой прирост? Не таблицы же Менделеева. Сейчас мы делаем особый акцент на переработке. Ну, то есть на переработке, на создание таких производств, которые перерабатывают то богатство, которое у нас есть. У нас в 2021 году появилась своя особая экономическая зона. И уже у нас 8 резидентов особой экономической зоны есть. Это 1000 новых рабочих мест, которые будут созданы. Экономическая зона, она промышленная, да, или как? Да, промышленно-производственного типа. И что там у вас в этой зоне? У нас уже сейчас строится молококомбинат, то есть будем перерабатывать то молоко, которое у нас в области есть. У нас строятся логистические центры, у нас строится завод по сжижению природного газа, ну так называемый СПГ. Ну и все это вот в комплексе, вот этот вот прирост 108%, про который я сказал, это дает. У нас в области сейчас инвестпортфель, ну как мы его называем на экономическом языке, больше 70 крупных инвестпроектов на общую сумму 425 миллиардов рублей, вот последняя цифра была. Вот видите, я не случайно задавал эти вопросы, потому что результат роста – это рост этот результат конкретной работы. Вот Игнат и перечислил. Значит, это и переработка, это значит, нефтегазохимия, так я понимаю, и так далее. То есть это вот целенаправленная работа по инвестициям в те направления, которые перспективны для конкретного региона и дают вот такой положительный результат. Это не только эксплуатация природных ресурсов, и не столько, а вот конкретная работа по этим направлениям, которые являлись перспективными, они определили, что они перспективные, поработали там и результат получили. Вот это очень здорово. Спасибо. Вам спасибо. Удачи. У нас Игнат один из самых молодых руководителей. Есть те, кто поопытней. Я хотел бы следующее слово передать Владимиру Мазуру, губернатор Томской области. Спасибо. Добрый день, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Ну, действительно, Алексей говорит, что я, наверное, самый, как мне коллеги говорят, 50+, но вот благодаря такой команде ты по паспорту ты не чувствуешь. Есть другой Владимир Владимирович, постарше вас. Спасибо, да, на вас и равняюсь, Владимир. Да. Владимирович, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Так случилось, что я действительно попал на программу, уже работая и пройдя некоторую школу, и большая честь была, что вот именно в тот момент, когда на программе вами была оказана поддержка и доверие, назначить меня исполняющим обязанности губернатора Томской области. И потом поддержка и доверие жителей Томской области в выборах и уверенная победа. И сегодня я с большой честью тружусь на благо Томской области, уникального региона по сути своей. Да. И мы достигаем тоже уже значимых результатов. И, знаете, хотел сказать, что вот слушая Игната, он говорит, что он счастливый человек, но думаю, что здесь все счастливые, находящиеся в зале, потому что мы имеем честь учиться на этом потоке, быть частью вашей команды и понимаем высокую ответственность этой работы. Ну, а что говорить о модуле, если о самом вот, обучении, о программе, то здесь вот мне опять повезло, что исполнять обязанности губернатора и учиться одновременно, это давало очень серьезную поддержку и такое подспорье применять ту учебу уже на практике. Действительно, нельзя не вспомнить в год наставника и преподавателя, который вами объявлен, 23-й год, наших преподавателей, которые являются уважаемыми очень в своих отраслях руководителями, достигшими серьезных результатов, и мы этому имели такую возможность задавать вопросы, получать ответы и применять. И вот эта школа, это настоящий альма-матер, правильно вы уже сказали в своем приветственном слове, что столько губернаторов вышло, и они тоже были нашими преподавателями, мы тоже с ними общались, и нужно было просто подойти и выяснить для себя тот сложный какой-то момент, и коллеги, которые здесь в зале, все мы разные, но все на общей задаче. И это взаимодействие, вот чему мы научились, этому быстрому взаимодействию решения вопроса, это самое ценное, вот, я думаю, в этой программе. И огромное вам спасибо за эту поддержку. Мы счастливы, еще раз подчеркиваю, служить в команде президента, служить Отечеству нашему.
Ну, а если говорить о Томске, в двух словах, пользуясь случаем, я уже сказал, что регион уникальный. Он уникальный своей научно-образовательной базой. Так исторически сложилось, что мы всегда были очень важны для страны своим потенциалом научным. И сегодня мы продолжаем это доказывать. У нас научно-технологическое развитие 3-е место в стране, после Москвы и Петербурга. У нас сегодня одни из первых научное студенческое предпринимательство университетское. Уже более 10 тысяч студентов в нем обучается. И мы сегодня воспитываем студентов именно патриотами своей страны, которые должны быть на передовой науке. И это очень важный сегмент, и Томск этому соответствует. И все заделы, и объединение Большого университета – это некий такой форпост на востоке нашей страны, который исторически уже давно работает с центральноазиатскими регионами. У нас 88 стран студентов обучается. И вот эта интеграция студентов к нам, наших к ним, это дает очень серьезная потом геополитическая составляющая. И сегодня мы не подведем, у нас хорошие результаты в части роста экономики, мы прирастаем в обрабатывающей промышленности. Мы взяли за акцент малотоннажную химию и микроэлектронику. Сегодня с Росатомом, с Газпромом, это все ведущие корпорации, подготовка кадров для них именно делает Томская область. Спасибо вам за доверие. Мы создаем высокую степень ответственности на этом посту. Будем так дальше держать марку и служить нашему Отечеству. Спасибо. А что в области микроэлектроники у вас, что там намечается? Мы на микроэлектронике предприятие огромное, Микран, у нас оно входит в состав заказов оборонно-промышленного комплекса. И сегодня мы уже продвинулись в части СВЧ и чипов достаточно серьезными результатами. Мы вошли в отношения, еще раз подчеркиваю, Росатом корпорацию и получаем уже такие серьезные результаты, я думаю, что покажу в ближайшее время. Хорошо. Перерабатывающая промышленность. Рост какой у вас за год? Ну, у нас пока небольшой, Владимир Владимирович, рост, но тем не менее лесопромышленный, у нас регион 65% леса, затем пищевая промышленность. Несмотря на то, что мы в землях рискованного земледелия, мы находимся на первом месте в Сибирском федеральном округе по молочной и животноводческой продукции. Ну и, конечно, я уже сказал, что в науке мы сегодня достигаем серьезных результатов. Не помните, сколько рост перерабатывающей промышленности? Боюсь обмануть, Владимир Владимирович. Ну ладно. У нас в целом по стране очень хороший рост перерабатывающей. Да, в целом я помню. Ладно, хорошо, спасибо большое. Спасибо. Еще один у нас победитель конкурса «Лидеры России», глава Якутска Евгений Григорьев. Евгений, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Действительно, «Лидеры России» – это работающий социальный лифт и программа личностного роста. Я пример этому. Я в конкурсе участвовал дважды. В первый свой сезон я дошел до полуфинала. Во второй сезон повезло, оказался в числе 104 победителей. За эти 2 года, на протяжении которого после прохождения каждого этапа получаешь обратную связь от организаторов, отчет с необходимостью корректировки той или иной компетенции, с указанием литературы, которую нужно прочитать, с доступом к электронной библиотеке, за 2 года сформировались привычки, навыки и образ жизни как лидера. Это про личностный рост. Про социальный лифт. После победы в конкурсе, когда вернулся домой, я к тому времени не был публичным человеком, у меня возникло ощущение, как будто в космос летал или конкурс красоты выиграл. Телевидение, публичные мероприятия, просят выступить. Попал в поле зрения руководителей, выстроил эффективный диалог, удалось, и был назначен заместителем мэра города Якутска. Это после того, как вы дошли до полуфинала? Нет, после того, как победил. Победил. Да, Это когда вы были назначены мэром? Я в 2019 году был назначен заместителем мэра города Якутска. В 2019 победил. Дальше выборы, и сегодня сам тружусь на благо своего родного города и его жителей. Про образовательную программу кадрового резерва. Действительно, поддержу всех своих сокурсников. Уникальная программа. Проходила в исторический момент для нашей Родины. И симбиоз лекторов, слушателей и тем, которые нам рассказывали, дало точное понимание и мышление государственника. Мы сейчас точно осознаю роль нашего государства в истории
в текущий момент и роль себя в этом государстве, что я должен делать. Я думаю, такое же понимание и образ мышления появился у всех, кто здесь присутствует. Для себя особенно хочу отметить выступление Сергея Семеновича Собянина. Он дважды выступал. Для меня, как мэра Якутска, большое счастье и удача, то, что была возможность выслушать Сергея Семеновича и задать ему вопрос. Особенно ценно то, что спикеры нам говорили то, что обычно они не говорят. Такая более закрытая информация доходила, и это особенно ценно и важно для нас. В своей текущей работе мы в 2021 году с большим воодушевлением и энтузиазмом на Восточном экономическом форуме услышали ваше поручение о необходимости разработки мастер-планов дальневосточных городов. В прошлом году мы его разработали, взяли для себя амбициознейшую задачу. Сегодня, как вы знаете, Якутск самый большой город в условиях вечной мерзлоты. При реализации проектов, указанных в мастер-плане, мы должны стать лучшим в мире городом в условиях вечной мерзлоты. Прошли процедуру защиты у Максима Станиславовича Орешкина, двигаемся дальше. И если все будет хорошо, то работы до 2030 года у нас будет много. Спасибо вам за внимание к Дальнему Востоку и Якутску в частности. Евгений Николаевич, я думаю, что Якутск уже лучший город в условиях вечной мерзлоты, потому что других таких просто нет. Это первое. Второе, мост, конечно, будем строить, да? Как у вас с правительством там по поводу моста? Ну, сегодня, по-моему, уже в экспертизу загружено, стоимость определена, там по поручениям Марата Шахерезяновича была корректировка проектно-сметной документации, стоимость упала до 130 миллиардов рублей. К слову, мы со стороны города все работы ведем, подъездные пути, все это делаем, готовимся. Для нас это, конечно... А сколько у вас жилья на сваях, вбитых в вечную мерзлоту? В городе Якутске порядка 3500 многоквартирных домов. 3500. 3500. Вечная мерзлота тает? Вы знаете, ученые говорят да, но на самом деле у нас же сваи вбиваются как минимум на 8 метров, а чаще на 12-16 метров, поэтому тот слой, который там изменяется, он не столь важен. Ну, пока таких крупномасштабных проблем нет, да? Вот здесь совершенно очевидно, что в стране по вашему решению ведется работа как раз-таки по мониторингу вечной мерзлоты. Это необходимо делать, я с этим абсолютно согласен. Мы должны быть способны ответить на вызовы, которые могут случиться ввиду изменения там, климата, либо каких-то антропогенных факторов. В целом мы сегодня ведем эту работу. У нас есть сезонные охлаждающие установки, есть мы... Да, я понимаю. Периодически... Но нужно все-таки своевременно следить за этим. Конечно. И своевременно, то есть постоянно следить за этим и своевременно реагировать. Да, в том числе предусматривая необходимые финансовые ресурсы. Совершенно. Чтобы никакие события, которые возможны в условиях изменения климата, не застали врасплох. Так точно. Спасибо. Спасибо. У нас еще один участник с интересной, необычной карьерной траекторией. Роман Карманов, председатель правления, генеральный директор президентского фонда культурных инициатив. Да. Каких? Культурных инициатив. Владимир Владимирович, добрый день. Президентский фонд культурных инициатив. Ну, то есть это ваш фонд, которым мне доверили руководить. Спасибо большое за это доверие, что у меня есть возможность это сказать. На самом деле, в 2021 году моя жизнь очень сильно изменилась. Крутым образом я победил в «Лидерах России» в треке «Политика». И уже в апреле я смотрел по телевизору ваше выступление. Вы выступали перед Федеральным собранием, и там была такая строчка о том, что в этом году мы создадим президентский фонд культурных инициатив и профинансируем 1500 команд на 3,5 миллиарда рублей. Все. 17 мая вышел указ, и 21 мая мне предложили возглавить этот фонд. И уже 15 июня мы запустили первый конкурс, на который было подано 12,5 тысяч заявок на 84 миллиарда рублей. И вот с тех пор вот мы только что завершили 9-й конкурс, было подано 10 280 заявок, суммы такие же, и это говорит о том, насколько востребована та работа, ради которой 2 года создавался фонд. Но вообще заявок уже подано на 230 миллиардов рублей, а профинансировано на текущий момент на 20 миллиардов 6 тысяч команд. Но
6 тысяч команд в борьбе, каждая 10-я заявка примерно поддерживается. Это высокая конкуренция, и очень хорошие проекты поддерживаются. На самом деле, создание фонда себя показало в прошлом году сильнее всего после февральских событий, потом март. И в марте по вашему поручению мы провели 4 специальных конкурса, в результате которых мы поддержали деятелей искусства, которые были, ну, я бы не сказал, что они сильно пострадали, но тем не менее у них меньше работы, меньше могло бы быть, если бы не был создан фонд, потому что в этот момент шла кампания по отмене русской культуры. Она, понятно, не удалась. И не удалась еще и потому, что наши деятели культуры поехали по России на гастроли, они были вовремя профинансированы, и это все дало возможность нам пройти этот сложный период. Второе, в этот же самый момент мы понимаем, что в этот же самый момент в марте творческие люди хотели высказаться, у них много было идей, и в этот момент мы также смогли профинансировать лучшие из них. И самое главное, конечно, мы смогли профинансировать проекты, которые напрямую влияют на интеграцию новых регионов в единое культурное пространство. И вот эта работа, она в конечном итоге, ну, как мне кажется, вот за эти 2 года дала возможность нашему объединению культурному. И вот сейчас уже спустя 2 года я вижу, что культурное сообщество уже складывается. У нас на текущий момент команда, которая сложилась вокруг фонда, это 56 тысяч команд. За каждой командой стоит лидер. В каждой команде от 6, 15, 20, ну, представляете, какая-то армия во всех регионах нашей страны. В новых регионах на текущий момент реализуется уже больше 1000 проектов на сумму больше 2 миллиардов рублей. Вот сейчас идет специальный конкурс до 12 июля. Я очень надеюсь, что и это выступление также повлияет на то, что в новых регионах больше узнают и подадут заявки на этот конкурс до 12 июля. Он касается наших героев, наших традиций, то есть того, о чем люди хотят говорить. Очень много хороших проектов реализуется вот именно в этом направлении. Владимир Владимирович, я хочу от имени креативного сообщества, фактически мы занимаемся развитием креативного сектора, креативной экономики, поблагодарить вас за создание Президентского фонда культурных инициатив. Я уверен, что сейчас люди у экранов присоединяются, говорят спасибо. Те эмоции, которые люди получают и демонстрируют, когда они получают эти средства на поддержку своей мечты, они ничем абсолютно сравниться не могут. Люди культуры с вами. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Спасибо. Извините, как вас зовут? Роман. Роман, вот смотрите, садитесь, пожалуйста. Значит, вы сказали, начали с заявок на использование денежных средств. Ну, поставить заявку на использование денег – это несложно. Я думаю, что кого не спросить, все с удовольствием поставят заявку на использование денежных средств по любому направлению, только бы деньги были. Гораздо важнее это то, чтобы реализация этих проектов приносила реальную пользу обществу и людям. Что касается кампании по отмене русской культуры, мы много на этот счет говорили, и смеялись, и серьезно говорили. Ведь русская культура, вообще российская культура, она многонациональная, она является частью и европейской культуры, и мировой культуры. И когда кто-то пытается уничтожить российскую культуру, то это попытка самоубийства, потому что они уничтожают сами себя. Вот это первое. Второе. Можно убить человека, но нельзя убить культуру, носителем которой он является. И уже точно невозможно убить культуру целого народа, тем более такого великого народа, как российский. Ну, а наше дело с вами просто иметь это в виду и поддерживать тот креативный класс, о котором вы сказали, который на базе того, что нам досталось от предков, генерирует новые достижения. Вам всего самого доброго.
Владимир Владимирович, мы знаем, какой у вас жесткий график, мы уже выбились Вы мне хотите сказать, давай из того времени, вали которое отсюда. отведено, просто неудобно вас отвлекать. У нас-то еще желающих полно выступить, На поэтому... самом деле вы правы, надо действительно заканчивать. Вам большое спасибо, вам спасибо. Вы знаете, мне доставило большое удовольствие вот с вами так коротко, но содержательно пообщаться, поговорить. И именно потому, что видно. Ну, конечно, у нас эта программа ищут талантливых людей и с потенциалом хорошим. Но вот встречаясь каждый год с выпуском за выпуском, я убеждаюсь в том, что, конечно, талантливых, целеустремленных, перспективных людей у нас гораздо больше, чем те, которые попадают на программы подобного рода. Постараемся их расширять, а вам я искренне желаю удачи по жизни и по работе, по карьере по вашей. Всего хорошего. Спасибо.